И эту дату можно считать днем рождения симфонического хора. Именно тогда состоялась его первая репетиция. Пост главного хормейстера профессионального хора заняла преподаватель музыкального колледжа имени Жиркова, отличник культуры Якутии Людмила Анатольевна Шумилова. Хор – это очень сложный инструмент, несмотря на то, что всем кажется, что это в хоре легко петь. В хоре намного сложнее петь, чем сольно. Нужно удержать ведь свою партию, а не сбиться от другой партии, которая совсем другую мелодию поет. Репертуар хора Якутии самый разнообразный. На сегодняшний день это около 400 музыкальных шедевров зарубежной и российской классики. Например, «Ава Мария», «Кантата Глория» Вивальди, «Свиридов» и так далее. Петь в хоре это вызывает неописуемые ощущения, когда мы все вместе, все наши голоса сливаются воедино, и получается что-то каждый раз новое. И я не знаю, как будто больше меня, больше чего-то, оно возносится вверх, оно все растет и захватывает как будто все вокруг. Всего хористов 40 человек, 15 юношей и 25 девушек. Состав хора разношерстный. Это и студенты музыкального колледжа, АГИКи, Высшей школы музыки и специалисты, которые уже окончили музыкальные заведения. Среди них мы узнаем наших хорошо знакомых, телеведущих утренней программы «Новый день». Я долго ждал это место работы. Нам повезло. Серьезно? Да. Я хотел. Ну, не было просто возможности, а потом вот она появилась, и я попробовал, как говорится, и когда всем стало понятно, что получается неплохо, то мне предложили перейти на полную ставку сюда, я не раздумывая практически. Известно, что Леонид до этого работал на госслужбе, а Дмитрий Никифоров-Келлер пришел в хор из авиации. Но пение всю жизнь было его хобби. После окончания музыкальной школы в родном Алекминске Дмитрий смог реализовать себя как вокалист в церковном хоре, где, кстати, поет до сих пор. Поэтому он, как никто другой, знает, что такое гигиена голоса. Никакого мороженого, орехов, никаких семян, горячего, семечек. Ну, семян я имею в виду и тыквенных там. Ничего такого, никаких таких продуктов, которые связывают горло, например. Вот наличие брекетов не мешает пению? Нет, совершенно никак не мешает. Рабочий день у хористов длится 6 часов. 4 часа беспрерывно они поют вместе со своим руководителем, а после еще 2 часа занимаются самостоятельно. Работа вокалиста, артиста хора сравнивается с работой грузчика. Вот когда грузчик час поработает физически, и если артист или певец, да, занимается, допустим, час он поет, то он настолько также устает физически. Профессию хормейстера Людмила Анатольевна выбрала еще в школьном возрасте. Ее педагог в Сангарской музыкальной школе неожиданно для самой маленькой Люды порекомендовал ей поступать на хоровое отделение. Девочка удивилась, но прислушалась. И сейчас Людмила Шумилова бесконечно благодарна за тот ценный совет. На сегодня ее хор ежемесячно дает концерты в Якутске и в близлежащих районах. А в настоящее время артисты усиленно готовятся к пасхальному фестивалю.